Испытано на себе. Мы продолжим рассказ про нашу поездку в бассейн реки Восточная Хандыга. И напомню, что мы добрались до горного озера Джампакёль, где нас встретило морозное утро. Утро, которое навсегда останется в моей памяти. Вот такое гало встретило нас сегодня утром. И до сих пор продолжается такое, видите, круговое свечение. И можно, если так посчитать, раз, два, само солнце, 3, 4. Так, там, значит, так, за деревьями, скорее всего, 5. Вот тут 6. И 7 прямо над головой. О, на солнце посмотрел.
У каждого из нас на свете есть мечта, что нам за далью лет все ближе, все дороже. Там дышится легко, там мира чистота. Нас делают на миг счастливей и моложе. Таким местом для Юрия и его семьи стало это уникальное озеро с его горными и лесными массивами. Это и образ жизни, и работа, и хобби. В народе крестьянское фермерское хозяйство называют «шувна». Это аббревиатура всей семьи Шабалкиных. Действительно, это настоящее семейное дело Юрия, супруги Натальи, сына Владимира и дочери Вероники. Основной вид деятельности – пресноводное рыболовство. В свободное от промысла время Юрий принимает гостей. Линия сельского туризма ему знакома не понаслышке. В этом ему помогает дочь. Сын же оформил землю по программе «Дальневосточный гектар» с видом деятельности «Оздоровительный туризм». Оздоравливает тут все – и озеро, и лес, и даже сам путь до базы. Нужно пройти около 3 километров, где половина пути пролегает по живописному склону. Оператор Петр вызвался помочь Юрию отнести рыбу вниз и принести часть вещей, которые были оставлены около лодок. Я пришел успокоить взор. На плече этих низких гор я пришел остудить мозги серебристым стеклом шаги. Скоро шуга пойдет, наверное. Ну, каждый хозяин, когда осваивает какую-то территорию, тем более таежных массивов, но он старается облагородить и пометить эту территорию, обозначив это своим присутствием. Но медведь, вот такой уважаемый зверь у нас есть в Якутии, он это делает вот своеобразным вот таким образом. Он мало того, что метит эту территорию, но здесь он еще эпизодически почесывает свою холочку, когда ему жарко бывает, и дает понять другим соперникам, что здесь он хозяин. Вот так. Иногда, когда гуляешь по долинам рек, особенно каменистых долинах, вот, частенько встречаю вот такие камни. Ну, не частенько, но нахожу. Ну, говорят, куриный бог. Я вот всегда смотрю на кюн и загадываю желание. Потому что, когда солнце попадает в отверстие этого камня, получается такой лучезарный какой-то чистый круг. Вот, сейчас желание тоже загадал. Еще я говорю, 10. Горная река, она настолько непредсказуема во время осадка, что может вскипеть буквально за 3-4 часа. И вот для того, чтобы предостеречь, как говорится, бурдяк вот этот здесь, который остается, его надо, по крайней мере, привязать, чтобы вот, даже если вода поднимется, никуда не унесет. Тут веревочкой контру и к дереву привязываю. Потому что это как бы необходимая вещь. Ну а так, в целом, все, как говорится, как учили старики. Сейчас мы освободим тару и засолим рыбку. Засолим рыбку, которую потом везем. Ну что-то это я как делаю на автомате, потому что каждый раз. Все. Так. Обычно по ГОСТу 3 килограмма соли на 50 килограмм рыбы. Ну, я делаю всегда меньше, 2 килограмма я ложу. Тогда она получается малосоленая, нормальная, потому что ГОСТ предназначен для того, чтобы не испортился продукт и хранился очень долго. А мы, люди таежные, привыкли есть все в свежем виде, поэтому 2 килограмм хватает на 50 килограмм. Все. Поехали.
Ну, конечно, можно мыть вообще. Но так как тепло, я сейчас в это время мою рыбу, потому что еще рано. Когда уже морозы окончательно свои права вступят, тогда уже смысла нет ее мыть. Просто потрошишь. 24 килограмма вместе старой. Сейчас, говорят, в Якутске добывают соль, все никак у меня возможности нет попробовать. Что за соль? У меня засол где-то, не знаю. Это вот разновидность тоже горного гольца. Но их особей много. Вот это рыло другое совершенно. А есть рыло, как у киты, у горбуши. В общем, однозначно, я говорю, ихтиологами, мне кажется, до конца эта рыба еще не изучена у нас в Якутии. Потому что очень много всяких разных форм, так называют их, ресурсов. Рыбу, которую каким-то слоем соли, желательно не мыть, потому что когда попадает вода, происходит реакция, и уже и вкус получается не тот. Вот. Ну а так, в принципе, сейчас мы ее разрежем немножко. Это дикая семга, называю я так этот вид. Это мне супруга дает, говорит, на, там тряпочки пригодятся тебе на этом. Я говорю, хорошо. Ну, сейчас она даст сок свой. Как говорится, лишнего ничего не будет, не влаги.
Это я сверху соленое доложил. Ага. Ну вот, в принципе, и закончился процесс засолки этих, как их модно называть, биоресурсы, а вообще рыбы проще. Где-то уходит все равно в среднем около часа, пока туда, пока сюда. Сейчас возвращаться буду на базу. Вот расстояние от Кемиша до озера где-то 3 километра. Из них 1,5 подъем и 1,5 по Марине Ледниковой. Ну так порой приходится утром и вечером выносить по 20 килограмм. Ну где-то в среднем 25 уходит. То одно, то другое. Это ту рыбу, которую потом, уходя после промысла по воде, забираешь с собой домой. Но основной уже, как говорится, улов увозишь с Никоходами. Так что все. Вперед на Углановский перевал. И кости, и ноги, и суставы. Сустав, особенно правый, вот этот, вся нагрузка на него постоянно тоже бывает. Беспокоит. А так, ну что, походишь, все проходит. Куда двигаться надо. Буду просто в конце подъема помогать. Если сникерса. Держи. О, спасибо. Чуть-чуть. Хватит. Вот так и шагаешь. В это время мы, оставшись на базе, под шикарным гало готовили обед. В меню на сегодня был жареный арктический голец с картошкой. Евгений показал настоящий мастер-класс по готовке. Сейчас будем жарить ее. Тут у нас картошечка. Я сегодня хочу попробовать на спиннинг поймать.
Как этот феномен называется? Гало. Гала. Ну, я такой большой гало первый раз вижу. Дорогие друзья, ну смотрите, теперь идет процесс жарки рыбы. Правда, не надо было накалить сковородку, но ничего. Сейчас. Сковородка, кстати, тяжелая вообще. Чугунная, советская. Тяжелая вообще. Вчера я пожарил, народ заценил. Это вечерний улов. Основку не берет. Дорогие друзья, самое что интересно у этой рыбы. Ее чистить вообще не нужно, шелухи нету. Кишки, кишкотарию вытащил, и все. Она готова. Так, у нас дядя Юра и Петр пошли вниз. Петр потерял рацию, уронил ее. Сейчас они идут обратно со второй рацией, ее ищут. Кстати, рация с Алиэкспресса, да? Или откуда? Нет, это с Китая. С Китая? Да, это мне с Благи. Товарищ мой, Ромаха. Ромаха, красавчик. Отправил вот эти рации. Мы ездили когда на каньон, там, ближе к нам. И вот тут у него вот эти рации. Мешом, да, какие-то. Вот. Их. Да-да. Опа. Да ладно. Насколько чистый звук, да? В общем, радиус работы этих раций очень хороший. Петя, ты что там? Нашли рацию, нет? Ты дождись, когда я закончу разговаривать. Вы нашли рацию? Странный способ. Ясно, понял. Короче, звук, да? Да. Песню небо используют для поиска рации. Неужели мы Да. унесемся далеко, всего что так нелегко. Да, друзья, мы тут стоим, Евгений жарит рыбу и переворачивает его просто пальцами. Ну, спрашиваем, как ты не обжигаешься? Это лайфхак. Никакого секрета, просто не надо мыть пальчики. Берешь, смотри. Раз. Чик, перевернул. Смотри, раз. Перевернул. Раз, перевернул. Ну, чик, и не готово. Это лайфхак для людей. Добавляешь муки, короче,
Ага. Ну, чтобы пальчики не обжигать, и наоборот, еще добавляем. Вот так же убираешь спокойно. Чик, чик. Смотри. Красота. Красота. И картошечка готова. Она как раз дошла. Ой, как будем кушать сейчас. Раз, два, три, раз, два, раз. Раз, два, три, раз, два, три. Раз, раз, раз. Когда все снова были в сборе, нас ждал очень вкусный обед. После обеда было еще много работы. Нужно было заготовить дрова, сделать ревизию лодочного мотора и, конечно, наловить рыбы. Ну, это круто очень. Крутой мотор считается. Сейчас таких не делают, но это же слишком хорошо для людей. Это 8, да? Да, С автомиксом. Всего-навсего 8. Пошел я за гвоздями. Этот 8 варили. Да, был. Я сорвал уже их. Ну, можно цепь немножко. Она на сухом матом вообще садится. С одной стороны дождик хорошо. Водичка нам нужна чуть-чуть объем. Правильно? А это владельцы, как только свои моторы не лелеют. Воды нету. На лодке поехали за дровами у Андрея. Уже тут работа. Мотор Suzuki 8 сильный. 8 лошадиных сил. И самое интересное в этом моторе, что мотор оснащен автоматической подачей масла. То есть мы заливаем в бак чистый бензин, как на четырехтактных моторах, а масло заливается отдельно, так называемый автомикс, бачок, вот он. А мотор в категории мобильных моторов это 8, 9,9 лошадиных сил. Вот представляете, в 90-е годы, мотор 90-х годов, технологии были такие, что для людей старались. Максимальный уровень комфорта. Технологичные моторы были, не то что сейчас. Реально технологичный. Да. Вот так. А тебе надо поменять масло в редукторе, да? Да, задача поменять масло в редукторе, залить его, обновить, так сказать. Ну, сейчас масло слили, проверили на наличие воды. Вода обычно всегда находится в самом низу картера редуктора. Воды нету, значит, сальники держат, пробки держат, герметичность. Это уже самое главное, хорошо. Сейчас задача залить новое масло. А дальше мы заведем этот мотор. Что делать, когда нет специального шприца для загонки масла, да? Да, мы взяли бутылочку Ферри. У нее есть вот такая крышка. И чтобы разом залить масло, приходится так изощряться. Так как заливается масло только в вертикальном положении. Снизу закачивается до тех пор, пока не польется с верхнего отверстия. Вот оно, верхнее отверстие. Это делается для того, чтобы выдавить, убрать весь воздух из объема внутреннего пространства редуктора. Так как если останется воздух, полный объем масла не зальется, и подшипник вертикального вала, который здесь находится, он будет голодать. Как родной, да? Почти. Ну, почти. Ну, сейчас увидим.
Воронку надо? Так полишь? Сейчас я повыше поставлю. Это масло какое-то Очень густое. редуктора, да? Для редуктора. Ну, какое-то трансмиссионное. Ну, вообще я не знаю, что это за масло. Юрий тоже не знает. Но оно точно... Возможно, моторное, ничего страшного. Главное, чтобы это масло было в редукторе. Вставляем ферри. И заливаем. Промывка редуктора, да? Пошла. И резко закрываем. При этом, конечно, рядом желательно иметь ветошь, какие-то тряпочки, бумагу, чтобы потом все это убрать. Но мы сейчас все почистим, уберем. Редуктор будет чистый. Вот это полный уровень масла. Когда он отсюда вышел, все, мы теперь знаем, что в редукторе масла необходимое количество. Вот здесь на шильдике. 97-й год выпуска. Получается, этот мотор еще не вскрывали. Скорее всего, да? Ну, судя по болтам, следов вскрытия нет. То есть мотор 97-го года, а под колпаком состояние более чем достойное. Вот такой мотор. Восьмерка. Можно сказать, аналог нашего ветерка. Но здесь есть полноценный вперед передача, нейтраль, реверс, задняя передача. Вот. Вся проводка аккуратно уложена в чехольчик. Ну и самая вот система Автомикс. Вот заливная пробка. Значит, стоит датчик уровня масла. То есть в случае низкого уровня масла этот мотор как минимум сбавит обороты, а скорее всего он заглохнет, чтобы не сломать мотор. Тем временем часть нашей группы вернулась с дровами, которые мы оперативно разгрузили, а учитывая, что после обеда полил дождь, им нужно было согреться и сделать перерыв на отдых перед вечерним выездом за рыбой. Если утром мы видели, как Юрий засаливает рыбу, то сейчас вы узнаете способ, как отделять кости от рыбного филе, чтобы ваши близкие насладились истинным вкусом этой удивительной рыбы. Белая. Видите? У ней совершенно другая структура мяса. Она более-менее она жестче, чем вот та красная, которую вот перед этим. Видели белая, да? Мы ели до этого, красная была. А, это мальма другой породы. Да, это вот она как, ну как называется, вот, допустим, есть человек прогонистый, вот как Димон, персонаж Джек Лондона, да? У него там нет ни одной унции жира, все. А есть, допустим, его друг Евгений. Вот. Поэтому очень сложно вот с такой рыбы снимать. Поэтому я говорю, вот эта рыба лучше для жарки. Но в жареном виде вы заметили, какая она? Нежная, вот она у нас тут. Так что все. Вот теперь я вот серебристую возьму и попробую сделать то же самое. Ну, посветите, пожалуйста. А где у нас? Вот осы. Так, изначально сначала удаляется. Вот, слышите, треск идет? Это все, рыбка просолилась. О чем я выше и говорил. Берешь за правый плавничок. Опять же, здесь процесс такой. Вот это большой палец, он у тебя должен нежно туда вот здесь вот, где соединение головы с позвоночником. Все, после этого все вот это снимается легким движением руки. Кстати, надо отметить, что кожура у гольца крепкая. Очень и крепкая. без чешуи. Заменять Когда-то чешую. из нее начнут шить сумки и перчатки. Я уже предлагал там девчонкам. Крокодили, да? Не, серьезно, я говорю, а вы шьете? Нет, мы не шьем. Ну, я говорю, придете когда-нибудь к этому, обращайтесь. Вот теперь мы сняли, вот у нас
Ну, теперь вот эта рыбка совершенно по-другому. Ну, даже видите, как идет. Все, вообще. Вот она вообще. Она идет очень нежно, поэтому, как говорится, все зависит от просола и от мяса. Все. Поэтому по сортам, вот я последние года обязательно сортирую. Все. Вот смотрите, цвет какой, видите? Разница. Белая, красная. Все. Испытано на себе.